Я уже собрал ягоды. Вот ягоды брусники. Смотрите, какая крупная она сейчас в октябре. Не октябрь, а сентябрь, конец сентября. Ну, почти октябрь уже. И вот после охоты еще решил немножко хоть пособирать. Пару часиков. Хотя бы час. Немного, но крупные они. Это уже не для сдачи, а для себя. Вон. Крупные. Ягоды есть, в принципе. Вон она. Вон она какая красивая. Крупная, красивая, сочная. Сейчас уже спелая она. Вкусная. Не кислая. И у кого низкое давление, рекомендую бруснику от низкого давления. Ну, как бы повышает давление. Повышает давление. Как и цитрамон. Цитрамон также повышает давление. Вот и брусника. Если наоборот слишком высокая, надо есть клюкву. Клюква понижает. Ну, уйди. Фу, айда. Самое вкусное, то у меня крадешь. Ты смотри, как аппетитно тоже ест. Вон она. Смотри. Вон как больше картеча. 28 калибр. О, это уже соседи стреляют. И вон там брусника вроде есть. Здесь можно пособирать. Стреляют. Айда. Стреляют. Нам пофиг. Мы ягоды собираем. Это как и в прошлом году. На охоту поднялись. Не успели оглянуться. Снег выпал выше колена. И так и прошла осень. Ничего не успели сделать. Ни ягоды, ни нормальной охоты. Ничего не было. А в этом году хоть чуть-чуть ягоды пособираем. Ну уйди. Вот здесь, вот тут. Смотри, как красиво. Крупный. А здесь что творится? Вот это да. Рай. Райское наслаждение даже. Вот так и буду собрать. Пару литров соберу. И в избушке варенье сразу сделаем. Варенье из брусники. Все. Короче, я так немножко буду собирать потихоньку. Потихоньку, понемножку. Собираем. Ведро наполнили. Вот такое брусника крупная. И вон еще остается. А нам надо идти ужин готовить. Это мы дрова покололи и сходили посмотреть. А вон как вышло. За полчаса целое ведро. 5 литров. 5 литров. 5 литров за полчаса. И можно еще одно ведро собрать. И на зиму хватит нам. Вон такие. Вот на одном кусте вон столько ягод. По 10 штук. Бывает меньше, больше. Но главное, что крупная здесь. Крупная, и нам хватит вообще. Все, пособирали их. Пойдем сейчас в избушку. В избушку пойдем. Отдыхать будем. Пособирали. Пособирали бруснику. Пойдем домой. Собрал ведро. Надо все это вычистить. Лучше мусор здесь оставить, чем дома потом мучаться этим. Одно удовольствие такую бруснику чистить. Вон какие крупные они. В прошлом году картошку копали. Нет, не в прошлом, а позапрошлом году. Картошку копали намного меньше. Ну, почти такая и картошка была урожай. Это было позапрошлом году. Сколько семена посадили, столько же и урожай получили. Вообще урожая не было. Резко погода поменялась. Было солнце. Тучи пришли.
Тучи пришли, ветер поднялся. Наверное, дожди будут. Все-таки уже октябрь на дворе. Еще такое ведро 5 литров соберу. Ну, видно, надеюсь, видно. 28 калибра. Тает. Люди для сдачи собирают с августа. А время-то вон только что пришло. В общем, такие дела. Буду чистить бруснику. Готовимся к охоте, и дожди начнутся. Есть, конечно, и недоспелые вон. Выкидываем. В общем, чищу бруснику. Наполняю второе ведро. Брусники собираю. Вот сегодня уже в плаще. Идет дождь целый день с утра. Уйди! Всю ночь шел дождь, и с утра тоже на охоту не вышли. Решили пособирать еще ягод. В прошлый раз солнечный день собрали одно ведро, и вот сегодня еще соберем. Уже почти полное. Вон как крупная, быстро собирается, быстро наполняется. С такими ягодами, конечно, редко встречаешься. Но вот в этом году, видимо, урожай хороший. И место тут небольшое. Вот 2 ведра собрал. Не знаю, там 3-е ведро еще соберу, нет. Уже кончается. Уже по 2-му разу круг делаю. Ну и еще так кустики видны. Пособираем. И вычистим еще. Наполняю ведро. В общем, собрал я сколько? 10 литров уже тут. А где-то сантиметров 3 еще до крышки не наполнено. И решил еще там литра 2, наверное, собрал. Наверное, это ведро 12 литров. В общем, вот такая брусника. Я сам удивляюсь. Очень крупная, как клюква. И вот эта брусника, вот этот объем нам хватит на всю зиму. Хранить бруснику можно в обычной воде. Водой заливаешь холодной и в погреб или в подполье ставишь и там держишь. Ничего с ним не случится и хранится очень долго. Второй вариант, которым я пользуюсь, это всегда храню ягоды, не только бруснику, все, клюкву, там, смородину, чернику, все храним мы в морозильнике, в пакетике, там где-то по полкило ложишь в пакетик и аккуратно ставишь в морозильник. Там сейчас новые морозильники, ягоды замерзают, и они рассыпчатые, это получается, мерзлые, рассыпчатые. И
Вот захочется зимой, вот скажем, обычный морс тебе, или морс обычно я делаю всегда из клюквы, из брусники всегда делаем эти, как сказать, варенье можно сделать из брусники. Или также можно вот тарелку наберешь там, обычную бруснику наберешь тарелку и с песком заправишь обычный сахарный песок. И так и ешь. Там он под зубами хрустит, песок там, ягоды лопаются, такой аромат. У меня слюни уже потекли. Еще можно бруснику с молоком. Также порцию ложишь в тарелку, заливаешь молоком и по-нелемски и ешь, короче, его. Черника обычно, как мы, из черники делаем быстрый морс. Чернику тоже вытаскиваешь из морозильника, но как бы он растает, залил литровую банку, насыпал там ложек 4, залил обычную воду, сахарный песок туда добавил, перемешал все это дело и моментально получается такой черничный морс. А клюкву я храню, ягоды клюквы в морозильнике. А вот еще можно клюкву сразу через мясорубку пропустить в банки, там накладываешь банки и в холодильнике держишь. Он годами он там стоит, ничего не случится. У него там кислотности много или из-за чего, но такие варианты, как сохранить ягоды. Одним словом, храните ягоды в морозильнике, и ничего с ними не случится. Витамины ничего не потеряете, а эти вот варенья, да, еще что-то, какие-то заготовки, нет, я думаю, не надо много их делать. Там из морозильника вытащил там порцию, какая надо, там сварил. Вот тебе свежее варенье или морс, или еще какие-то. Еще брусника очень хороша для комышаньги, там вместо начинки там ложат сверху. Как-нибудь зимой постараюсь показать, как я делаю комышаньгу. Там лично мне нравится, прямо с ума схожу от этого. Вообще классная шаньга так получается. Ну, вроде все. Надеюсь, досмотрели фильм. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и оставайтесь на канале. Дальше будет еще интереснее. А ведро у меня уже почти полное. Быстро наполняется. Все, пока.